Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. В студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Сегодня, 14 октября, в Кохи-Бурбат состоялась встреча основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с работниками сферы промышленности. Сегодня, 14 октября, в Кохи-Бурбат состоялась встреча основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с работниками сферы промышленности республики. Целью встречи является анализ реальной ситуации в сферах национальной экономики, в частности в промышленном секторе, создание производственных предприятий, новых рабочих мест, поиск новых путей развития отрасли, способствование реализации четвертой стратегической цели республики – ускоренной индустриализации. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выступил перед участниками встречи с подробным анализом состояния сферы промышленности за годы независимости, реализации отраслевых реформ, государственных программ и инвестиций в национальную экономику и дал поручение правительству страны, Министерству промышленности и новых технологий, исполнительным органам государственной власти, городов и районов и другим соответствующим структурам по развитию республики, созданию предприятий по производству отечественной и импортозамещающей продукции, трудоустройства населения. Было отмечено, что для развития сферы промышленности, основы для которого созданы на базе 3 общенациональных целей, четвертой целью была объявлена ускоренная индустриализация страны. Реализация этой важной задачи позволит в среднесрочный период превратить Таджикистан из аграрно-промышленной страны в индустриально-аграрную. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что важную роль в развитии промышленности страны играет организация правовой и экономической системы государственного частного партнерства, упрощение процедур регистрации предпринимательства, регулирование проверок деятельности хозяйствующих субъектов, режима лицензирования, налогообложения, упрощение внешней торговли, объявление моратория на проверки деятельности производственных предпринимателей. В национальной стратегии развития на период до 2030 года и среднесрочной программе развития на 2016-2020 годы предусмотрены конкретные меры для повышения конкурентоспособности отечественной продукции, внедрение современных технологий, усиление кадрового потенциала в этом направлении и дальнейшего совершенствования нормативно-правовых основ промышленного сектора. Для предотвращения спада промышленного производства возникла необходимость путем привлечения иностранного капитала и стимулирования производственной деятельности развивать промышленность страны, прекратив снижение доли отрасли в валовом внутреннем продукте. С этой целью было разработано и реализовано несколько отраслевых государственных программ. С привлечением внутренних и внешних инвестиций была сформирована необходимая производственная и социальная инфраструктура, а также благоприятная инвестиционная среда, что создало все необходимые предпосылки для развития промышленности страны. За последние 25 лет осуществлено более 80 государственных инвестиционных проектов для строительства необходимой инфраструктуры в объеме более 42 миллиардов сомани. В настоящее время в сфере энергетики, транспорта, логистики, ирригации, развития частного сектора и других направлений реализуется более 60 проектов на сумму свыше 30 миллиардов сомани, которые важны для развития отраслей промышленности страны и улучшения инвестиционного климата. Правительство страны в период государственной независимости предоставило более 100 видов льгот и послаблений для предпринимателей и инвесторов, половина из которых предназначена для поддержки производственных отраслей. Поиск путей решения проблем сферы промышленности в первую очередь зависит от ответственных лиц отрасли и предпринимателей. Поэтому для достижения четвертой национальной цели необходимо изменить принцип разработки и механизм реализации промышленной политики страны, подчеркнул президент республики. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил правительству страны разработать и утвердить проект постановления о создании Государственной комиссии по реализации политики ускоренной индустриализации страны под руководством премьер-министра Таджикистана, а также разработать специальную программу ускоренной индустриализации страны на 2020-2030 годы и представить на утверждение.
После речи лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, группа работников сферы промышленности, предпринимателей из городов и районов республики выступила с предложениями и выразила благодарность за создание благоприятных условий для производственной деятельности, предоставление льгот, поддержки малого и среднего бизнеса и другие конструктивные меры руководства государства и правительства страны. В нынешних условиях экономического развития отрасль промышленности является одной из важнейших отраслей национальной экономики. Обеспечение ее развития является одной из приоритетных задач. Ускоренная индустриализация позволит в среднесрочный период превратить Таджикистан из аграрно-промышленной страны в индустриально-аграрную. За 8 месяцев текущего года Таджикистан по сравнению с прошлогодними показателями на 13,3% увеличил объемы производства промышленной продукции. С начала года и до конца августа в Таджикистане произведено промышленной продукции на сумму более 16 миллиардов 272 миллионов самани. По данным Агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан, основным фактором роста общего объема промышленного производства стал прирост производства в обрабатывающей промышленности на 11,9%, добывающей промышленности на 13,2%, в электроснабжении, подаче газа, пара и кондиционировании воздуха более чем на 12%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в республике наблюдается рост добычи каменного и бурого угля на 7,5%, сырой нефти и природного газа на 0,8%, металлических руд на 12,9% и прочих полезных ископаемых на 37,1%. Также отмечается увеличение объема промышленного производства в обрабатывающей отрасли в целом на 11,9%. По сравнению с прошлым годом на 9,1% увеличился объем производства пищевых продуктов, включая напитки. Этого показателя удалось достичь благодаря росту производства мяса на 6,6%, колбасных изделий на 20%, кондитерских изделий на 26%, масла растительного на 12% и безалкогольных напитков на 31,4%. В то же время увеличился объем производства хлопчатобумажной пряжи на 15,9%, ткани на 77,4%, ковров и ковровых изделий на 60,7% и адраса более чем в 3 раза. Зумрат Файзиева, Рану Азизи, телевидение Таджикистан. Ну и последнее о спорте. Национальная сборная Таджикистана проведет домашний матч в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 в группе F с серебряным призером Кубка Азии 2019 сборной Японии в красной форме. Встреча 4-го тура 2-го раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 между национальными сборными Таджикистана и Японии состоится завтра, 15 октября, на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и начнется в 17 часов 15 минут. Сборная Таджикистана сыграет с Японией в красной форме, а вратарь будет играть в синем комплекте. Синий самурай в свою очередь выйдут на матч в белой форме. Сегодня состоялась предматчевая конференция, на которой на вопросы журналистов ответили главные тренеры национальных сборных Таджикистана и Японии Усмон Тошев и Хадзиме Мариису. Таджикский самбист Мухаммад Шариф Нажмиддинов в весовой категории до 74 кг стал чемпионом мира среди юниоров. В финальной схватке он одержал победу над российским самбистом Егором Сахапаровым. В активе сборной Таджикистана еще 2 серебра и 3 бронзы. Вторые места завоевали Сомон Сангов 52 кг и Аминджон Холов 48 кг. Среди юниоров третьими стали в юношеской возрастной категории Мухаммаджон Одинаев 87 кг, Супидин Халилзода 70 кг и Бузургмер Исоев 60 кг. Чемпионат мира по самбо среди молодежи прошел в Ташкенте в спортивном комплексе Саховат Сервис Спорт. В этом чемпионате за победу в 40 весовых категориях боролись около 500 самбистов почти из 50 стран мира. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.